Документ, предлагаемый Конституционным совещанием, должен быть рассмотрен 80 депутатами, которые инициировали законопроект. Но никто не принимал участие в разработке основного закона. В идеале нужно, чтобы новые депутаты поехали в села и там уже масштабно обсудили проблемы села, регионов, взаимосвязь их с центром и обеспечить баланс ветвей власти. Так считают члены сообщества юристов Кыргызстана. Весь этот бардак, связанный с нелегитимной конституционной реформой, провести парламентские выборы и новый 7-й созыв, получив мандат от народа, может уже спокойно проводить конституционную реформу, не спеша, не нарушая процедур, с широким обсуждением. Вообще в идеале нужно... Правительство исполняет законы, оно же и сталкивается на практике с какими-либо недостатками. По мнению юристов, плюсом правительственного законопроекта является то, что прежде чем внести свою законодательную статью, оно проводит его через процедуру согласования с другими министерствами и ведомствами. И каждое ведомство со своей стороны рассматривает данный законопроект. В настоящее время по действующей Конституции это право дано как народная инициатива 10 тысячам избирателей, депутатам Джоркеш и правительству. В принципе, это достаточно стандартный набор, и общая практика не только в Кыргызстане, а в принципе в мире показывает, что основным поставщиком законопроектов практически всегда является правительство. По словам координатора сообщества юристов Кыргызстана Таттыбүбү Эргэшбаевой, группа экспертов сначала провели тщательный анализ. В проекте Конституции есть 80 предлагаемых изменений. В большинстве случаев из 80 предлагаемых изменений это касается вопросов нравственности, ограничения свободы слова, проведения мирных выборов, организации общественных объединений в отношении них. И также большое посягательство ведется на обеспечение баланса между ветвями власти. Обеспечение баланса между ветвями власти. Говорится, с одной стороны, что хотят усилить президентскую, но на самом деле усиливают именно не сами полномочия президента или же ответственность за президентом, а в большинстве случаев усиливается именно контроль за жизнью людей, превращая нашу страну в некое полицейское государство. И одним из доказательств является усиление полномочий прокуратуры. После этого на брифинге сообщество юристов высказывало свое возмущение, так как в стране ряд мер принимаются незаконным образом, что плохо сказывается на имидже страны. Также юристы призывают провести все законные процедуры. Айджан Аманова, Улугбек Сулайманов, Нью ТВ.